эфире программа «Кинобизнес». В ближайшие 25 минут традиционно расскажем об основных событиях индустрии и разберем главную кинопремьеру этой недели – сиквел приключенческого фэнтези «Малефисента», стартующего в нашем прокате с официальным казахским дубляжом. На съемочной площадке Бекбулат Увалиев сегодня в программе. Чьими голосами заговорят на казахском языке Анджелина Джоли и Эль Фаннинг? Рене Зельвегер в биографической драме «Джуди». Казахстанский актер Сануржан Сулейменов озвучил главную роль в аниме «Дети моря». Эксклюзивное интервью российского сценариста и продюсера Андрея Чеважевского. На киностудии «Казахфильм» проходят съемки одной из сложнейших сцен первого казахстанского мюзикла «Наш милый доктор 2» режиссера Аскара Бисембина. Эта картина – продолжение знаменитого музыкального фильма Шакина Айманова, снятого в 1957 году. Дорогой доктор, позвольте мне сказать вам от всей души ваши же слова. Радовать человеческое сердце так же важно, как и лечить. Браво! Трехминутная сцена в специально отстроенных ярких декорациях в павильоне Казахфильма будет снята с применением технологии однокадровой съемки. Подобные эпизоды часто становятся самыми запоминающимися моментами фильмов. В сцене участвуют главные герои и массовка из 60 танцоров. В текущем году запланировано всего 10 съемочных дней. В мае 2020 года съемочный процесс возобновится. А увидеть готовую картину в казахстанских кинотеатрах зрители смогут весной 2021 года. Мы просто обязаны отправиться в это увлекательное путешествие вместе. Пакуйте свои чемоданы. Ты понимаешь язык животных? Новым доктором Дулитлом станет Роберт Дауни-младший. В сети интернет состоялась премьера первого трейлера фильма «Удивительное путешествие доктора Дулитла». Картина станет первым фильмом актера за пределами Marvel 2014 года. Лента является перезапуском картины с Эдди Мерфи, а сюжет расскажет о ветеринаре, с которым говорят животные. Пса в фильме озвучит коллега Дауни-младшего по Marvel Том Холланд. Кроме него в создании фильма приняли участие Антонио Бандерас, Селена Гомес и Эмма Томпсон. Привет, Барри. Привет, ужин. Мы вместе. Часть единого целого. Уже по трейлеру видно, что нас ждет удивительные пейзажи и фотореалистичные животные, которых трудно различить с настоящими. В режиссерском кресле расположился Стивен Гейган, наиболее известный за сценарий к фильму «Трафик» Стивена Содерберга. Выход фильма в Казахстане намечен на 20 февраля. Полнометражный анимационный фильм «Музбалак» получил приз «Лучший анимационный фильм» от немецкого института анимационных фильмов на 24-м международном кинофестивале детских и юношеских фильмов. В основу картины «Музбалак» легла история приручения беркута человеком и дружбы, основанной на взаимном доверии птицы и ее хозяина. Впечатляющая работа 2D-анимации, настоящее открытие, созданное за пределами анимационной вселенной Disney и Pixar, говорится в итоговом пресс-релизе фестиваля. Фестиваль организован Саксонской службой детских и юношеских фильмов. В этом году на фестивале было показано 233 картины из 52 стран. Мы очень рады, что нашу картину, над созданием которой мы трудились и днем, и ночью, высоко оценили и назвали лучшей на крупном кинофестивале в Европе. Фильм рассказывает об истории и традициях нашего народа, и думаю, поэтому картина была интересна зарубежным зрителям. Особую благодарность хотим выразить Министерству культуры и спорта, киностудии «Казахфильм», благодаря которым был создан наш мультфильм. Надеюсь, в будущем «Музбалак» порадует нас и другими призами, сказал режиссер фильма Турдубек Майдан. 5 лет назад я думал, что потерял тебя.
Никакие чары не заставят меня отступиться. Ты выйдешь за меня? Да. Студия Disney и норвежский постановщик Хоаким Ронинг, известный по блокбастеру «Пираты Карибского моря», представляет продолжение приключенческого фэнтези «Малефисента» с Анджелиной Джоли, которая вернется к образу темной волшебницы. И, судя по трейлеру, она стала еще злее. Не вздумай испортить мне утро. Первая часть «Малефисенты» в 2014 году стала 8-м голливудским проектом, переведенным на казахский язык и вышедшим в прокат одновременно на 2 языках. Проект по художественному дубляжу голливудских фильмов на казахский язык реализуется с 2011 года. Сиквел сказки «Малефисента. Владычица тьмы» уже 32-й фильм, дублированный на государственный язык. В кастинге фильма приняли участие более 50 актеров из городов Нур-Султан и Алматы. Анджелина Джоли заговорила голосом актрисы Гульназ Ауызбаевой. Как говорится, озвучить все равно, что сыграть роль заново. Конечно, подача будет отличаться от оригинала, но пропустить через себя все эмоции персонажа, прожить его историю в фильме от начала до конца, это равносильно тому, что во второй раз сыграть ее. Аврора, дәл қазір қайтамыз. Гульнар Курманбекова подарила свой голос принцессе Авроре в исполнении Эль Фаннинг. Во время работы глаза наполняются слезами. Смеешься, и все эмоции персонажа будто бы передаются тебе с двойной силой. В моей работе мне особенно понравилось именно это. Екі есе беріледі. Сол жағы өте қатты ұнады. Сен беді деп ренжіме. Сенің кінәң жоқ. Соғысты тоқтата аламыз. Оның басқа жолы бар. А вот лауреат Государственной премии Республики Казахстан, актриса театра и кино Алтынай Нугирбек озвучила королеву Ингрид, роль которой исполнила Мишель Пфайффер. Біріншіден менің кейіпкерім. Моя героиня, королева Ингрид, вначале покажется очень милой и доброй, но ее истинное лицо, все ее коварные планы раскроются только в конце фильма. Она окажется не положительным персонажем, а совсем наоборот. И, конечно, озвучание такой роли для меня, как для актрисы, это очень полезный и интересный опыт. Дыбыстау әрине мен үшін актриса ретінде өте бір қызықты тәжірибе болды. Мынаны қамаңдар. Соғыс басталды. Также в этом году казахстанцев ожидает еще один проект, дублированный на казахский язык. Это мультфильм «Холодное сердце 2», стартующий в прокате 28 ноября. Благодаря проекту официального озвучения более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе Walt Disney Pictures. Казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании Walt Disney. Вошел в семерку основных языков голливудских фильмов для Восточной Европы и стран СНГ. Примите мое восхищение. Поступиться гордостью, пригреть дитя врага. Но теперь Аврора наконец познает тепло материнской любви. С сегодняшнего дня она моя дочь. Союза не будет и свадьбы не будет. Первая часть «Малефисенты», основанная на диснеевской версии сказки «Спящая красавица», увидела свет в 2014 году. Картина собрала $758 миллионов в мировом и более $1 миллиона в казахстанском прокате. Действие фильма «Малефисента. Владычица тьмы» развернется спустя несколько лет после событий оригинальной картины. Принцесса Аврора находит своего принца, вот только Малефисента против. Она считает, что любви не существует, и все это самообман. Но Аврора уговаривает Малефисенту познакомиться с родителями жениха. Встреча проходит неудачно, в результате начинается очередная война между людьми и волшебными существами. Осторожность лишней не бывает. В
сказке намечается не только противостояние двух сильных женщин, Малефисенты и королевы Ингрид, но и привычное расширение вселенной франшизы. Зрители увидят, что Малефисента не единственная в своем роде, и есть еще другие представители рогато-крылатого племени. Ты годами опекала человека. Пора взять под крыло и свой род. В одном из видеороликов, который недавно опубликовала студия, можно увидеть процесс превращения Анджелины Джоли в Малефисенту. В нем можно увидеть, на какой конструкции держатся знаменитые рога чародейки и как с помощью жидкого латекса создают знаменитые скулы героини. Приключенческая фэнтези «Малефисента. Владычица тьмы» в прокате с этой недели. В прокате с этой недели биографическая драма «Джуди», рассказывающая о последних месяцах жизни культовой американской актрисы и певицы Джуди Гарленд. Ее образ воплотила на экране обладательница премии «Оскар» Рене Зельвегер, известная по картинам «Чикаго» и «Дневник Бриджит Джонс». За эту работу актрисе уже пророчат номинацию на «Оскар» в следующем году за лучшую женскую роль. Простите, что опоздала. Мисс Гарленд. Прошу, я Джуди. Я извиняюсь, но ваш номер ушел. Что значит ушел? Куда же он мог уйти? Ваш счет заморожен. Байопик снят на основе пьесы «Конец радуги» Питера Квилтера. Джуди Гарленд прославилась 17 лет после выхода фильма-мюзикла «Волшебник страны Оз» и всю жизнь посвятила актерской карьере. Действие картины разворачивается на фоне заключительного концертного тура голливудской легенды в Лондоне незадолго до ее смерти. Нельзя оставлять величайшую в мире певицу без бокала. Фрэнк Синатра здесь? Фрэнк Синатра велик, но он не Джуди Гарленд. У меня нет дома. Я даже не могу нанять управляющего. Лондон предлагает вам приличные деньги. Голос Лондона жаждет сотрудничать с вами. Хочешь сказать, я должна бросить своих детей, если хочу заработать достаточно, чтобы потом быть с ними? Я лучше останусь здесь. В байопике также снялись Финн Уитрок, сыгравший последнего, пятого супруга Гарленд Микки Динса, и Джема Ли Девере, воплотившая на экране дочь артистки, юную Лайзу Минелли. Картину поставил театральный режиссер Руперт Гулд, известный по сериалу «Пустая корона», основанному на произведениях Шекспира о британских монархах. Музыкальная биографическая драма «Джуди» в прокате с этой недели. Вы же не забудете меня? Пообещайте. В казахстанский прокат выходит анимационный фильм «Дети моря», снятый в жанре аниме. Главное отличие проекта – это работавшая над ним команда. Композитором фильма является Дзё Хисаиси, который сделал очень много проектов с классиком японской анимации Хаяо Миядзаки. Дизайнером персонажей и режиссером анимации выступил Кенити Кониси, работавший в свое время над популярным мультфильмом «Наруто». Мальчик был найден 10 лет назад на побережье Филиппин. Он как рыба в воде. Пошли! Куда? Скоро появится блуждающий огонек. Я хотел посмотреть вместе с Сора. А кто это? Мой старший брат. Аниме «Дети моря», снятый по одноименной манге Дайсуке Игараси, рассказывает удивительную историю о девочке Луки, отец которой работает в океанариуме. Однажды в океанариум привозят двух странных мальчиков – Уми и Сору. Они родились и выросли в море и обладают сверхъестественными способностями. Между тем, во всем мире происходит удивительное. Из океанариумов исчезает вся живность. Морские существа появляются в необычных для себя местах обитания. Лука пытается выяснить, как с этим связаны ее новые друзья. Я чувствую внутри, словно водоворот. Твои глаза связаны с миром, далеким отсюда. Божества в обличии китов, мальчики, которые путешествуют сквозь время. Анимационный фильм выпустила опытная студия, известная по крупным проектам «Аниматрица» и «Первый отряд». Казахстанский актер Сануржан Сулейменов, известный зрителям по фильмам «Шестой пост», финансист «Игра на вылет», озвучил главную роль в мультфильме «Дети моря». Сануржан подарил свой голос отцу Азуми, главной героине. Я думаю, эта история как раз очень ярко показывает суть японской культуры со всей ее философией,
и красотой. И надеяться, что простишь, потому что только здесь мой дом. Коллегами казахстанского актера по дубляжу стали блогер Арина Данилова и музыкант Юрий Пак. Сануржан признается, что озвучание персонажа мультфильма – это абсолютно новый эксперимент для него. Увидеть аниме «Дети моря» юные зрители смогут уже с этой недели. Вселенная повсюду. Даже в истории, которая может уместиться на твоей ладони. Сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» сценарист и продюсер Андрей Чеважевский. Андрей, приветствуем вас в нашей студии. Добрый вечер, здравствуйте. Андрей, вы сценарист, и, соответственно, начнем наш разговор с части творческой. Многие режиссеры, как правило, пишут свои фильмы сами. Почему многие режиссеры, по вашему мнению, не нанимают профессиональных сценаристов, а пытаются объять необъятное, написать фильм, снять его? Между сценаристом и режиссером должно быть взаимопонимание, оно не всегда бывает. Если ты сам пишешь сценарий и сам его снимаешь, как, например, это делают Коэны, или Великий Чаплин так делал, кто там еще, ну, есть такие режиссеры, то тогда тебе проще. Ты сам себе советчик, но у тебя, конечно, есть помощники, есть еще там, ты можешь набрать еще группу сценаристов, но это подмастерье, ты основа. Ты знаешь, как снимать все быстрее, все легче, все проще. И экономия по деньгам, конечно. Мы знаем, что в копилке ваших фильмов есть комедия «На море», есть комедия «Мама, я не один ее писал, там мы дорогая». втроем писали, да. Есть также проект, который называется «День до». Это предапокалиптическая драма. Да. Там один день остается до конца мира, вот-вот упадет метеорит. Ваш дебютный проект с вашим братом – это комедия «На море» с Павлом Деревянко в главной роли. Ты думаешь, ты зачем здесь? Я? Кино писать приехал. Да? Да. Уверен? Да. Нет. Ты приехал сюда в кино сниматься в роли жениха-космонавта. В начале 2000-х годов Тимур Бекмамбетов, Юрий Грымов, Миша Хлебородов, ну и все те, кто начинал как рекламные режиссеры в начале 90-х, они вдруг вспомнили, что они режиссеры. А режиссеры должны снимать кино. Ну и брат мой тоже, он хуже, что ли. Он говорит, надо снимать кино. Он мне позвонил, говорит, я хочу снять фильм. Напишем вместе сценарий. А дело в том, что когда я учился на факультете журналистики, у нас сценарное мастерство было, потому что я телевизионный журналист по образованию, и нас учили, как снимать документальные фильмы. Это, по сути, очень близко. Вот, потому что у тебя документальный фильм может быть документально-игровой. Ты можешь какие-то сцены вставлять, ну, как бы, у тебя нет хроники, да? Могут быть актеры, да? Да, у тебя могут быть задействованы актеры. Я говорю, давай напишем. Ну, мы сели, написали один, сняли, написали другой, сняли, написали третий. Как-то это вообще было как из пулемета. Потом как-то все это дело застопорилось. Андрей, удалось ли вам поработать с вашим братом Ярославом? Мы слышали, что он-то был задействован на проекте «Елки» Тимура Бекмамбетова. Нет, меня не привлекали. Ну, там и без меня все было и понятно, и здорово. Но дело в том, что брат снял сначала драму. Первый самый фильм это был драма «Кука». Про девочку, которая живет с бабушкой. Ну, это посмотрите. Ну, кто видел, тот этот фильм любит. Кто не видел, посмотрите. Фильм хороший, действительно. Я очень скептически отношусь к современному кино, что российскому, что зарубежному. Мне кажется, что последний нормальный фильм был снят 25-30 лет назад. А все, что сейчас творится, меня пугает. Хотя в этом году, вот я еще не ходил на «Джокера». Все просто там трясутся от того, какой это крутой фильм. Но был же вот сейчас тарантиновский фильм. «Однажды в Голливуде»? «Однажды в Голливуде», да. Это вообще... Это что можете сказать по этому поводу? Это ожог мозга. С такой любовью он снимает фильмы. Он все круче и круче и круче. Но фильм же идет почти 3 часа. И ты эти 3 часа, ну, ты не можешь оторваться. Ну, я, по крайней мере. Это, конечно, будет похоже на «Диагноз», но я сходил на этот фильм 3 раза. 3 раза. Будучи сценаристом, оценивали этот фильм с профессиональной точки зрения? Конечно, уже никак по-другому не получается. Здесь, к сожалению, такая штука со сценарным делом. Ты когда начинаешь писать, ты теряешь некоторую вот эту часть очарования кино. Ты предполагаешь, что будет.
Ты понимаешь, что здесь должно быть это. Ага, как они это сделают? О, вот так интересно. Или фу, я мое, ну 100 раз уже это было, зачем вы так повторяете? Вот, ты уже все понимаешь. Я очень люблю вот эти так называемые пасхалки, когда после титров еще небольшое вкрапление. Я прям очень жду. Не все знают, что после титров «Однажды в Голливуде» тоже есть очень крутая пасхалка. Надо дождаться. Это где Леонардо Ди Каприо? Да, не надо рассказать. Где герой Леонардо Ди Каприо? Где тоже Леонардо Ди Каприо, да. А теперь поговорим немножко о профессии сценариста. Все наши зрители, конечно же, любят кино, но немногие из них представляют, как на самом деле работает сценарист, с чего он начинает, по какой системе он двигается. Вот трехактная структура. Начнем с этого. Что это означает? Все знают, ну, то есть это середина, начало, середина и конец. Да, вот это все. Вот это вот есть три акта, да? Но что в этих 3 актах? Заход в историю, вы знакомитесь с героями. Но, как говорил Хичкок, или почти так, вот я скажу, как он говорил, фильм должен начинаться с землетрясения, после этого напряжение должно нарастать. То есть вы должны сразу заинтересовать зрителя. Если вы первые несколько минут даете что-то неинтересное, он уйдет. И скажет своим друзьям, что фильм плохой. Вот так вот. То есть должна быть какая-то затравка, введение в историю, потом развитие идет, потом обязательно и во время этого развития там, соответственно, с героем какие-то происходят перипетии. Я, понимаете, абсолютно упрощенно да, все. Схематично довольно. Да. Это у нас как бы первый акт, второй акт. По сути, продолжение этой истории, но с такими уже препятствиями. Второй акт, он самый длинный. И в конце второго акта у нас происходит событие, которое зрители воспринимают как полный провал героя. Все, он не выпутается, он не спасется. Но герой, преодолевая все это, находит все силы, из бездны поднимается к горним высям, побеждает злодея. И после этого у нас идет такой, что называется, спад. Мы мягко выходим из истории. Но обязательно злодей должен быть круче героя. Обязательно. Он должен быть харизматичнее, он должен быть умнее. И таким образом у нас герой в глазах зрителей становится еще круче. Он победил. То есть чем круче злодей, да, тем круче герой. Да, герой должен сверхусилием победить. Ну и в завершении нашего разговора хотели бы спросить у вас, какие казахстанские фильмы в последнее время вы посмотрели, какие из них могли бы отметить? Я, наверное, разочарую. Я видел 2 фильма всего. Я видел, конечно, «Ракетир», потому что мне все сразу сказали, это надо посмотреть. Современная классика. Посмотрел, я оценил, и что, фильм хороший, все правда. Своя специфика, но в целом то же самое было и в России тогда. И я посмотрел «Финансист». «Финансист. Игра на вылет». Да. Вот эти все дела на бирже там происходят, какие-то вот эти ставки. Допустим, фильмы Нуртаса Адамбая, фильмы... К сожалению, нет. Нурлана Хуянбаева, к сожалению. Нет, пока не видел. Я вот хочу сказать, что я очень уже аккуратно отношусь к любому кино. Просто к любому. Что к иностранному, что к казахстанскому, что к российскому, что к грузинскому. Я очень боюсь расстраиваться. Постоянно в голове же тоже какие-то там свои сюжеты крутятся. Когда ты пишешь сценарий, вот у меня, по крайней мере, так, я смотрю фильм. Я внутри смотрю фильм. Я прям знаю, как это будет, как это появляется. Я просто описываю события, как будто бы с экрана переписываю, что происходит. Но в этом фильме у меня, конечно, дубли. Ага, может быть и так сказали, а может быть и так. Вот. Когда ты написал сценарий, это полдела. Ты его еще раз 10 перепишешь. Отлично. Об этом мы уже подумаем в следующем выпуске нашей передачи. Ну, а я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был российский продюсер и сценарист Андрей Чеважевский. Андрей, спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Всего доброго. С вами была программа «Кинобизнес», еженедельный журнал о событиях киноиндустрии. В следующем выпуске поговорим о сиквеле экшн-комедии «Зомбиленд», который выходит спустя 10 лет после оригинала. На экраны вернется и весь актерский состав первой части. Увидимся на съемочной площадке.